Русскому миру объявлена война, оккупанты атаковали посольство и новый конфликт на Ближнем Востоке. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Трамп выдвигает ультиматум Евросоюзу. Роскомнадзор замедляет интернет. YouTube пострадал первым. Ситуация на польско-белорусской границе. Самое большое количество мигрантов. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Проблемы Курской области российскую власть не волнуют. У них война, а тут еще и дома восстанавливать. В Курской области государство не готово полностью компенсировать ущерб жителям, пострадавшим от обстрелов. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн на встрече с переселенцами в Курске. По его словам, средств на это в бюджете всей страны нет. Государство все 100% расходов на себя не возьмет. Мы не компенсируем разрушенную баню. Не потому, что мы не хотим этого сделать, а потому, что нам предстоит. Вы представьте, сколько сел, поселков, дорог всего уничтожено. Школы, больницы, поликлиники, магазины, аптеки, дома ваши. Мы за счет чего это все будем восстанавливать? А у нас еще СВО продолжается. А СВО высокотехничное. Нам надо землю освободить. А у нас, извините, каждый снаряд стоит денег. Значит, это все идет из бюджета. Не совсем сходится с недавними заявлениями Владимира Путина. Во время прямой линии он заверил, что есть программа восстановления Курской области и других приграничных регионов, и что никто не останется без внимания. Жители приграничных регионов регулярно сталкиваются с разрушениями из-за обстрелов, а поддержка оказывается либо недостаточной, либо вовсе не доходит до тех, кто в ней нуждается. Разрывы между громкими обещаниями федеральных властей и реальным положением дел на местах становится все очевиднее. 6 посольств пострадали во время российского пятничного обстрела. Об этом заявляет пресс-секретарь украинского МИД. Ущерб нанесен посольствам Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Черногории и Португалії. Сьогодні в Києві внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень низка посольств. Я от вам навіть приніс фотографію, як це виглядає. Бачите, це машина з дипломатичними номерами, яка належить одній з дипломатичних установ. Ось приміщення посольства. Ви бачите, як це виглядає. І ось приміщення посольства. Всі ці посольства розміщені в одному будинку, який зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок російського ракетного удару. Есть такой вариант, что Путин обиделся на оскорбление со стороны Владимира Зеленского, который в своем твиттер назвал его словом, которое я не могу тут процитировать. «Люди гибнут, а ему интересно», написал Владимир Зеленский, я напомню. Поговорили об этом с заместителем директора Национального института стратегических исследований Вячеславом Потапенко про украинскую дипломатию. Украинский президент, он очень чутко относится к вот этим вот соцопросам, к мнениям людей и так далее. Поэтому он находится тоже в очень сложной ситуации. С одной стороны, ему бы, в общем, одеть фрак, смокинг, бабочку, лакированные туфли и как бы ходить по гольф-клубам и договариваться с Трампом. Но он же президент Украины, и ему как бы надо находиться в этой всей фронтовой истории, которая, как вы понимаете, без мата не реализуется, и быть как бы своим у себя в стране. И он, в общем, реализует эти две взаимоисключающие задачи, насколько возможно. Вот. Мне кажется, что если мы, так сказать, доживем до инаугурации Трампа, до назначения всех этих чиновников и реальной смены политики Соединенных Штатов и НАТО в отношении войны российской, то тогда и в украинском обществе произойдет некое, так сказать, психологическое изменение отношения к необходимости дипломатических шагов, и у президента появится как бы более широкая возможность, фигурально говоря, одеть фраки и вести себя более дипломатично. Кроме того, Путин решил на заседании Госсовета РФ, что его выдумки объявили войну. Призвал никого в этом не сомневаться, но деталей не раскрыл. Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что
русскому миру объявлена война, так оно и есть. Говорили о том, что 1,6% коэффициента рождаемости недостаточно. После выступления Путина Роскомнадзор решил немного замедлить интернет, видимо, чтобы сравнять по скорости со скоростью мысли вождя. Но официально объяснил свои действия неуважением к стране и накопленными штрафами для Google на сумму 34,5 миллиарда рублей. В письме регулятора говорится, что российская сторона имеет достаточно инструментов, чтобы заставить Google выполнять требования, зарегистрировать офис в России и блокировать контент по запросам властей. Google покинул российский рынок после начала войны, закрыли юрлицо и отключили монетизацию для российских каналов. Это ударило не только по блогерам, но и по крупным проектам, вроде Мосфильма, который собирал до 40 миллионов просмотров в неделю. Первая волна блокировок была в июле 2024-го, ее отрицали официальные лица, ссылаясь на проблемы инфраструктуры. Но эксперты, да и сам Google утверждали, что это ложь. Во время прямой линии Путин заявил, что YouTube сам виноват в проблемах с доступом из-за отказа Google поддерживать свою инфраструктуру в России. Он также обвинил платформу в манипуляции информацией и дискриминации российских блогеров и политиков. Мы спросили у вас в сообществе Нехта, заметили ли вы снижение скорости YouTube? По вашим ответам, а их довольно много и из разных уголков России, становится понятно, что практически половина из вас отмечают снижение скорости. Спасибо вам за эти ответы. Как с этим справиться, мы тоже придумали, разработали для вас целую инструкцию. Заходите с VPN, а как это сделать, статья в описании, пожалуйста. Дональд Трамп выдвинул ультиматум Евросоюзу. Он призвал ЕС сократить торговый дефицит США за счет увеличения закупок американской нефти и газа. Пригрозил в противном случае ввести пошлины. В одном из интервью накануне выборов Трамп поделился своим видением будущего энергетики в США, пообещал развивать нефтегазовые программы и энергетическую независимость, а сейчас написал свои мысли в своей социальной сети. Я сказал Европейскому Союзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит США путем масштабных закупок нашей нефти и газа, иначе будут пошлины повсюду. Трамп заявил, что собирается, цитирую, разблокировать добычу внутренних энергоресурсов, замедлить рост цен на бензин, дизельное топливо и природный газ. Конец цитаты. Трамп также подчеркнул, что США больше никогда не должны зависеть от иностранных поставщиков энергии. Мы поговорили об этом с экспертом, с Вячеславом Потапенко. Сила Соединенных Штатов, она была не сколько экономическая, сколько и военная, сколько так называемая мягкая сила, soft power. То есть фильмы Голливуда, американская мечта, вот это вот такой, как сейчас говорят, вайб американский, образ жизни, такое настроение, вот это вот все, оно было притягательно, в том числе и в Советском Союзе, и во многих других странах, которые на официальном уровне как бы были против США. Вот. И когда, конечно, Америка будет как бы разрушать свой имидж, но решать экономические вопросы, ну, как бы, наверное, это уменьшит ее влияние в мире. И хотя для американского бизнеса, американских налогоплательщиков, американского сектора безопасности, это решит их вопросы в среднесрочной перспективе. В 2024 году зафиксировано самое большое количество мигрантов на границе Беларуси и Польши. По данным замминистра внутренних дел Чеслава Мрочека, с 1 января по 15 декабря польскую границу пытались пересечь 30 тысяч мигрантов. Это существенно больше показателей 2023 года и 2022. Рост продолжается, несмотря на усиление мер безопасности со стороны Польши. Кризис на границе начался в 2021 году и до сих пор остается острым. Польша продолжает укреплять границу, строит заборы, усиливает патрули и расширяет меры по предотвращению нелегального перехода. Несмотря на это, потоки мигрантов не уменьшаются, что указывает на систематический характер миграционного кризиса, который искусственно поддерживается Минском.
В Сирии, похоже, начинается внутренняя конкуренция. Сейчас начнется передел сфер влияния, территории и новая война. Во всяком случае, первые заявления уже звучат. Командир сирийских курдов заявил, что бойцы, не принадлежащие к сирийским курдам, должны уйти, если будет достигнуто полное перемирие с Турцией. Ну а также о том, что бои продолжаются. Группы, связанные с турецким государством, атаковали плотину Тишрин и мост Каракозак. Эти атаки были отражены нашими силами, и теперь турецкое государство и связанные с ним группы готовятся к нападению на Кобани. Мы выдвинули предложение, которое заключается в том, что мы выводим силы из этого района. Турки говорят, что от нас исходит угроза для них. Мы готовы отвести наши силы от границы и освободить этот район от наших войск, чтобы вместо них там находились силы внутренней безопасности, в дополнение к американским войскам. Нападение с ножом в начальной школе района Пречков в столице Хорватии. 1 ребенок погиб, 6 учеников и 1 учитель получили ранения. Инцидент произошел в последний день семестра. Загребская полиция оперативно задержала нападавшего. Он находится под наблюдением, а пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работали наряды полиции, как минимум 6 машин скорой помощи и вертолет даже приземлился на школьной площадке для экстренной эвакуации раненых. Некоторые ученики в панике прыгали из окон, чтобы спастись. Сообщение в соцсетях подтверждает, что часть детей сбежала именно таким способом. Сегодня утром, примерно в 9:50, он вошел в помещение школы и напал на учителя и учеников с предметом, похожим на нож. Преступник – 19-летний подросток, который учился в этой школе и в настоящее время живет неподалеку от нее. Происшествие стало серьезным ударом для местного сообщества. Нападение в школах для Хорватии редкость, поэтому этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс и вопросы к системе безопасности учебных заведений. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.